Слово предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Улугбековой Айзату Улугбековне. Я приношу вам свои извинения. Я, кажется, пропустил очередность вашего выступления. Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, изучив доводы автора обращения Жолдошева, выражает свое несогласие по следующим основаниям. Как известно, в отличие от многих систем уголовного судопроизводства, УПК Кыргызской Республики четкий срок для подачи кассационной жалобы не установлен, если цель жалобы смягчение приговора. Объяснением тому является гибкость и гуманизм, то есть законодатель сознательно не ограничивает сроки для обжалования по части смягчения наказания, чтобы не ущемлять права осужденного, который может впоследствии изменить свое мнение или получить новые обстоятельства для смягчения. Отсутствие жесткого срока на кассацию с просьбой о смягчении приговора может быть направлено на обеспечение более широкой возможности защиты интересов осужденного, если речь идет именно о смягчении, а не об отмене. Срок в 1 год – это компромисс между правом потерпевшего на обжалование и правом осужденного на стабильность своей правовой ситуации. То есть ограничение в 1 год обеспечивает правовую определенность для осужденного. Он должен быть уверен, что после определенного времени его приговор не будет ухудшен. Ущемляются ли в данном случае права потерпевших? На первый взгляд, возможно, может показаться, что потерпевший находится в менее защищенной позиции, поскольку он не согласный с мягкостью приговора, может инициировать его пересмотр только в течение 1 года, а осужденный или его защита – неограниченный срок. В данном случае мы считаем, что права потерпевших не абсолютны в части требования более строгого наказания. Его право на справедливое рассмотрение участия в процессе не включает безусловное право на ужесточение наказания. Данная норма не отменяет право потерпевшего обжаловать приговор, но в пределах разумного срока, то есть 1 года. Если приговор можно обжаловать в сторону отягчения только в течение 1 года, это защищает осужденного от пожизненной угрозы ухудшения приговора, обеспечивает определенность и устойчивость судебных решений. Важно помнить, что если деяние декриминализуется, то есть перестает считаться преступлением по закону, это всегда работает в пользу обвиняемого или осужденного, что прямо установлено в статье 12 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, согласно которым закон, отменяющий преступность деяния или смягчающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших его. Это означает, если человек совершил деяние, которое на тот момент считалось преступлением, а позже это деяние, если исключено из Уголовного кодекса или переведено в правонарушение, данный вынесенный приговор подлежит в таких случаях отмене. Отсутствие симметрии, как уже выше было отмечено, в сроках не считается ущемлением прав потерпевших, может быть признано обоснованным распределением, направленным на защиту прав человека. Таким образом, считаем, что статья 442 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики не лишает потерпевшего прав или прокурора права на обжалование, просто ограничивает его во времени. Такие сроки признаются допустимыми международным правом, если они разумны и служат целям правовой определенности. С учетом изложенного считаем, что оспариваемая норма не противоречит части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, и ходатайство Жолдошева подлежит отклонению.